Здравствуйте! В государстве Алания 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. Будем дальше укреплять экономическую основу республики. Министры экономического развития Южной Осетии и Российской Федерации подписали соглашение. В рамках инвестпрограммы в Цхинвале восстанавливают улицу Осетинская. Закон принят, но не работает. Почему в Южной Осетии до сих пор свободно торгуют электронными сигаретами? В ходе своего рабочего визита в Москву председатель правительства Константин Джусоев встретился с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым и его заместителем Дмитрием Вольвачем. Во время встречи были затронуты вопросы гармонизации законодательства Российской Федерации и Республики Южная Осетия в таможенной сфере, а также реализации инвестпрограммы. Стороны подтвердили обоюдный настрой на всестороннее укрепление отношений, стратегического партнерства и союзничества. И сегодня же в Москве состоялось подписание соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы. Дальнейшее социально-экономическое развитие и поэтапное повышение заработной платы. В Москве министр экономического развития Дзамбулат Татаев со своим российским коллегой Максимом Решетниковым подписали соглашение. Россия продолжит способствовать развитию Южной Осетии, отметил Максим Решетников. Мы подписали действительно новые соглашения. В основе их уже лежит не просто решение отдельных задач, а лежит такой комплексный системный подход, основанный на государственных программах развития. И очень важно, что добавлен комплекс мероприятий, направленных именно на экономическое развитие и на поддержание бизнеса. Поэтому мы рассчитываем, что вот на базе этих соглашений мы дальше будем укреплять экономическую основу республик, будут повышаться собственные доходы бюджетов с тем, чтобы республики могли самостоятельно, устойчиво развиваться и увеличивать заработную плату, развивать бизнес, поощрять инвестиции, в общем, формировать хороший самостоятельный экономический фундамент своего развития. Заместитель председателя правительства Республики Дзамбулат Татаев отметил важность подписания соглашения. Для Республики Южная Осетия это еще один шаг к процессу интеграции с Российской Федерацией, со своим стратегическим партнером. Определены приоритетные направления, как уже отметил Максим Геннадьевич. Это поддержание бизнеса, это отрасли экономики, которым будет оказываться очень большое внимание. Здесь вопрос касается, конечно же, повышения и инвестиционного климата в республике, оказания государственной поддержки бизнесу, решения вопросов, касаемых с благосостоянием жизни населения и, в общем, развития экономики. Спасибо большое, Максим Геннадьевич. Министерство экономического развития уделяет очень пристальное внимание вопросам развития Республики Южная Осетия и оказывает в том числе методическую поддержку нашему ведомству. Соглашение предполагает оказание России безвозмездной финансовой помощи Южной Осетии в развитии отраслей экономики, софинансировании поэтапного повышения заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, органов государственного управления. В рамках реализации подписанного документа планируется повышение материально-технического обеспечения, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Южная Осетия, обеспечение деятельности совместного информационно-координационного центра России и Южной Осетии. Роза Тедеева, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Наша съемочная группа сегодня проинспектировала ход работ на улице Осетинская, где, не покладая рук, трудятся рабочие бригады. Новые коммуникации, красивые тротуары. Уже к концу года жители получат благоустроенную улицу. Агунда Губозова продолжит тему. Активными темпами ведутся работы по замене инженерных сетей водоснабжения на улице Осетинская. Рабочие бригады трудятся на протяжении 2 недель. По графику они должны завершить работы к концу текущего месяца. На объекте задействовано 4 единицы специализированной техники. Мероприятия производятся в рамках инвестпрограммы. На данный момент у нас ведутся работы по замене магистральных сетей. Мы сейчас завершаем работы
по сетям водоснабжения, далее приступим к абонентским подключениям. Планируем их завершить 31 августа для того, чтобы в дальнейшем на данной улице приступили к благоустройству. Это асфальт, и тротуары, и дорожный знак. Жители улицы Осетинская многие годы испытывали трудности из-за бездорожья. Подземные коммуникации здесь также были изношены на 90%. Данная улица давно подлежала капитальному ремонту или полностью замене, потому что жители испытывали трудности в связи с тем, что износ трубы составлял порядка 90%, частые перебои и аварии на этой улице. Слава богу, в этом году данная улица попала в рамках Вестферга полностью на реконструкцию. Вслед за работниками водоканала к работам приступает Энергоресурс. В установленные сроки они должны проложить газовые сети. Финальная стадия работы – асфальтирование. Дорэкспострой начнет ремонт дороги после проведения всех инженерных работ. Кроме того, по проекту на улице уложат тротуарную плитку и установят дорожные знаки. Объект должен быть сдан в эксплуатацию к концу 2022 года. Агунда Губозова, Рауль Хочев. Информационный выпуск сегодня. «Собери ребенка к школе». Благотворительная акция под таким названием стартовала в республике. Любой неравнодушный гражданин может поддержать семьи, которым необходима помощь. Школьная форма и необходимые канцелярские принадлежности будут закуплены для каждого ребенка. Инициатива проведения акции принадлежит блогерам и общественникам. Яна Плеева узнавала подробности. Известные блогеры и представители общественности в канун начала нового учебного года решили помочь малоимущим семьям. Рост цен затронул не только продукты питания и медикаменты. Родители отмечают высокий рост цен на все школьные товары. И многим семьям зачастую не под силу подготовить своих чад к школе. Добровольчество в подобных случаях является ощутимой мерой поддержки. На самом деле все началось со звонка Лали Гатаевой. Она мне позвонила и напомнила про акцию, которую мы уже совместно со всеми неравнодушными в республике проводили в прошлом году. Если вы помните, обували детей малоимущих семей. Мы купили тогда 234 пары кроссовок. К сожалению, у нас в республике очень много семей, которые малоимущие, очень много детей, которые, к сожалению, могут быть не готовы к 1 сентября. Помощь заключается в том, чтобы приобрести для ребенка школьную форму и необходимые канцелярские товары. Акцию запустили в первых числах августа и продлится она до конца месяца. Для начала Лали Гатаева сформировала список детей из 47 детей, в общем, список из 47 детей. И если мы их, конечно, осилим, то есть еще списки, на которые мы тоже будем переходить. Проявить активную гражданскую позицию готовы многие неравнодушные граждане, говорит блогер Зарина Губиева. Она распространила информацию через социальные сети и уже получила немало заявок. Во-первых, есть Инстаграм, к счастью, очень многие его смотрят, наблюдают, поэтому мы туда запускаем информацию, призываем людей, а там дальше уже как сарафанное радио, и такие же, как вы, неравнодушные, которые хотят, чтобы больше людей узнало и максимально осветить эту информацию, все подтягиваются. К акции подключились предприниматели. У Мануши Агаджаняна небольшой бизнес, и она готова подготовить к школе одного ребенка. Я считаю, что очень трудно справляться, тем более цены на данный момент очень сильно поднялись, очень большой скачок на рынке, и родителям сложно будет справляться. Поэтому я бы хотела помочь, почему нет, если есть возможность, было бы очень хорошо. По информации Лали Гатаевой, в списках, состоящих на учете и нуждающихся в помощи, много семей. Однако, как утверждают организаторы, количество желающих помочь с каждым днем растет. Поэтому они постараются оказать помощь большему количеству семей, чем планировалось ранее. Яна Плеева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. Продажа электронных сигарет в Южной Осетии запрещена на законодательном уровне, но предприниматели не спешат убирать с прилавков притягивающие внимание каждого второго школьника вейпы. О вреде электронных сигарет говорят во всем мире, но количество курящих, особенно среди подростков, продолжает расти. Южная Осетия не исключение. Спрос рождает предложение, и предприниматели, кто-то открыто, некоторые из-под лавки все же продают запрещенный товар. Чаще всего именно детям. Зарина Кочева выясняла, почему закон о запрете продажи электронных сигарет в нашей республике так и не заработал. В Южной Осетии, как и во всем мире, набирает популярность курение электронных сигарет или так называемых вейпов. И это несмотря на полный запрет на ввоз, распространение и реализацию электронных систем на законодательном уровне. Между тем, родители и общество бьют тревогу. Тысячи привлекательных ароматов вводят в заблуждение подростков и могут пагубно сказаться на здоровье детей.
Закон о запрете вейп-продукции был принят еще в прошлом году, однако до сих пор любой подросток может спокойно купить электронную сигарету в торговых точках столицы. Мы выявляем таких предпринимателей, таких физических лиц, там же не только предприниматели, это еще физические лица, которые покупают эти электронные сигареты, им как-то это легко провести, они же на таможне их не растамаживают. Они могут их спрятать куда-нибудь в ручной кладе, практически невозможно это все выявить, они завозятся. Но по информации нами проводится работа. Предприниматель или лицо, которое реализует эту продукцию или ввозит, оно не только штрафуется, но еще и все это изымается, вся эта продукция, и он как бы получает двойной ущерб. Штрафы не являются препятствием для предпринимателей, ведь прибыль от продажи запрещенной продукции намного больше установленных санкций. Ввоз и распространение, там штрафы идут, то есть на гражданских лиц, это от 3 до 4 тысяч, на предпринимателей от 10 до 20 и на юридических от 30 до 40 тысяч. В то же время статья 6 данного закона гласит то, что физические лица, которые реализуют и продают, значит, эти электронные сигареты, они штрафуются от 1500 до 2000, индивидуальных предпринимателей от 5 до 10 и юридические лица от 10 до 20 тысяч. Между тем, простая шалость может перерасти в серьезную зависимость. До нас также доходит информация, что вся та продукция или вот этот товар, электронные сигареты, которые сюда привозятся, они самого низкого качества, так как предприниматели хотят извлечь выгоду. Санакоев считает, что закон необходимо доработать. Я считаю, что от рецидива статья санкция должна меняться в том, чтобы даже, может, я не знаю, как-нибудь, чтобы предпринимателю запрещали, допустим, заниматься предпринимательской деятельностью на какое-то время хотя бы, чтобы он осознавал, что от этого зависит не только штраф и вот конфискация, но еще и прекращать работать на 3 месяца, допустим, это будет существенно. Число точек, торгующих вейповой продукцией, быстро выросло, поэтому правоохранители призывают общество также обратить внимание на эту проблему и совместными усилиями оградить наших детей от опасности. Если бы они нам помогали в том, что будут сообщать нам, где реализуется данная продукция, данные сигареты, мы бы быстрее реагировали, быстрее справились бы с этой проблемой. Просто бывают еще такие случаи, что мы приезжаем, допустим, на место, и там уже их не оказывается или как-то. И вот если бы общество нам помогало в том, чтобы своевременно сообщало, где реализуются вот эти продукции, мы со своей стороны проводим свою работу. Но наша работа бы была намного легче и быстрее и эффективнее, если бы общество принимало большое участие в данном вопросе. Документальные фильмы о вреде электронных сигарет демонстрируют шокирующие кадры последствий курения вейп-продукции. В основном в смертельную ловушку попадают подростки. Во время урока девятиклассник потерял сознание и скончался до приезда скорой помощи. Следственная экспертиза установила, что дело, скорее всего, было в неисправности картриджа вейпа. При этом ранее какими-либо заболеваниями он не страдал. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних все чаще стали поднимать проблемную тему. Urdigénem informacja w Warszawie. Jeden serde mene kod bire roditelj, ta bire New York ta szanč mežurinč, fastama savai kanč. То есть quest не лауди уж хабар. Статистика говорит о неутешительных цифрах. Sa portfelte, sa джипете, sa 70% all командару дис. Лали Гатаева считает тяжким преступлением продавать детям смертельный яд. Насвалата мохнахи кухай мора. Фалавачган отдаймоги хадаг офтауих шома. Мянише сатте. Ущерб хассе. وده يا штрафную санкцию, это штрафай конечно, даже كان суд, уж материал так куртен был كان وبيبقى تصور في تنش суд ما كنا في штраф كان في штраф سكان فلا وجهن قدي مجلس كندو فتمني شاولو وردم نفل در هاي نسفلون وي مسفلون وي كيدرسلون ليش بخشوا ممر بخو. В новом учебном году инспекторы по делам несовершеннолетних продолжат профилактическую работу в образовательных учреждениях. Это должно носить систематический характер. Это родитель, в первую очередь, родитель, я имею в виду семья, школа и где-то инспектор по делам несовершеннолетних, комитет по делам молодежи. Это все мы вместе комплексно, если будем проводить вот эти мероприятия, и все время, не как-то вот в полгода один раз пришли, поговорили, ушли. Нет.
Большинство подростков считают вейпинг абсолютно безвредным занятием, но находятся и те, кто, несмотря на юный возраст, не купился на красочную рекламу и не поддался уговорам сверстников. Даже один вдох вейпа – это уже как бы приближает человека к смерти, потому что вейпы – в них содержится никотин и также горячий воздух, который делает так, что легкие начинают сгорать. Поэтому человек может, спустя большой процесс времени, может пройти, что человек может начать кашлять. Также из-за этого появляется у некоторых большинства людей рак. Он приводит к большим последствиям, очень плачевных для людей. Сладкие фруктовые ароматы привлекают даже учащихся младших классов. В моем окружении есть много таких ребят, которые курят. Каждый раз, когда я выхожу просто на улицу, я вижу, что большинство детей, первоклашки даже, курят вейпы. Но я подхожу и ругаю их за это, потому что это большой вред. Конечно, они меня не слушают, но все же лучше сделать что-то, чем вообще ничего не делать. Закон о полном запрете вейп-продукции Южная Осетия приняла одной из первых, но практика показывает, что закон не работает. Между тем, в небольшом городе Цхинвал всем хорошо известно, в каких именно торговых объектах грубо нарушают закон. Но это уже совсем другая история. Зарина Кочиева, Аида Кочиева. Информационный выпуск сегодня. Мы продолжаем рубрику «Воспоминания о войне августа 2008 года идут, а наша память упорно хранит каждый пережитый момент пятидневной войны». Прошло 14 лет с тех страшных событий, когда грузинские фашисты со своими западными единомышленниками напали на маленькую, но, как показало время, сильную Южную Осетию. Августовская война 2008 года унесла жизни сотен людей, большинство из которых простые мирные жители. Люди сидели вот в таких вот подвалах, в темноте, в сырости, в невыносимых условиях. Дети, женщины, старики и даже раненые. Для них в те редкие минуты, когда взрывы останавливались, из дома принесли матрасы. Тадиоза Хубулова война застала на работе. Комбинат под массированными обстрелами не прекращал свою работу. Тадиоз вспоминает, с какой решимостью его коллеги отказались покидать рабочие места. udon dari yubun dari kochti al khatar sistema gorsabun me bire khatar ga sut katar bazo stumur ga sut katar ba nol dar midam basani nol dar tamarasani ya khama wartavdi ma yu yet kotto festo yaftama yuz gazat avis yet avlik kachigar men yelapu first takka girungel men yamortu men bases men aftadana lapu yamortu ما أفتى ما وضعهم ما لقي مرتي وضعهم يس سريت كان عندهم وضع من وضعوا نكردنا يتضمن خودينا ننو وقت يكس. Работники комбината пекли хлеб, пока их сыновья защищали свой народ, среди которых был и сын Тадиоза. О его ранении он узнал, находясь на рабочем месте. من يوزيك سر مبيرات سرازيلا أورتم لا بياسمه فميدا كتايد ما هو فدخسته أنا أنكر خوته مش ولا دوية صفقة فكوتو يرتاش شفتا فيستا فلا ندرجنا نصودون زون قدر نباكوتون فلا من يلابو يأخذ كائن يرزق تخيم ويدا جاي سبرستو يفعل كوخينا يفعل من درگان نودی زینت خود در نکوترو مجی رمسمش زختا کیت دام مردی کیت مردی نباشتم میام ولی اوش آویدی که مثلا مرده فیتو شفت نفیتو درگان نودی هم یخدک ویلی سر باشتیم اسپادن کتوم ما شاو کمی نفس تخجر تکودست ولی بالین سوم باخچست. Жители Цхинвала не ожидали, что ставшие уже привычными обстрелы перерастут на этот раз в полномасштабное наступление, и город будут стирать с лица земли крупнокалиберным оружием. Поэтому многие так и не спустились в подвалы. فلامش لابد تشيد كسلك ديش نعمة سير كشيش تضفتنا ولي ضم يديش مار
Etianina kun otamme postisi, tuossa me usein mossambella, me именно удан символизм зарун суномобис. Люся Засеева не покидала Цхинвал в 90-х и на этот раз твердо решила остаться в родном городе. ما وش راسته جوجي لقتستم فوتبال ماتش ما كذا ماشا وما نشوز ده فشل لقتستم وسين الفعبرت ما مشون قصصتي مشال ما ورسرش دستاد ما تنسال شو كيف فوتبال. Тетя Люся, как ее называют воспитанники детского сада, каждое утро с доброй улыбкой встречает детей и их родителей. И вряд ли кто-нибудь из них знает, что каждый новый день кажется нашей героине чудом. Уроки прошлого нельзя забывать. Для нас важны свидетельства каждого очевидца, который может рассказать, как все это было, чтобы в нынешних детях продолжала жить память прошлого. Мы обязаны из поколения в поколение рассказывать то, какую цену нам пришлось заплатить за право жить на своей малой, но гордой родине, Республике Южная Осетия, государства Алания. Ирина Кусраева, Азамат Кудзаев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды на завтра, 5 августа. По всей республике будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Знаурском районе днем плюс 30, ночью плюс 18. В Заурском районе днем плюс 30, ночью плюс 17. В городе Квайса днем плюс 25, ночью 16 градусов тепла. В Ленигорском районе днем плюс 31, ночью плюс 19. В столице республики в Цхинвале днем плюс 30, ночью плюс 18. Я благодарю вас за внимание. До свидания.